Здравствуйте! В 2020 году исполняется 1150 лет со дня рождения Абу-Наср аль-Фараби. Абу-Наср Мухаммед ибн Тархан ибн Узлак аль-Фараби – знаменитый восточный ученый и философ, теоретик музыковедения, математик. Он комментировал труды Аристотеля, откуда получил звание «второй учитель». В районе Фараба, в месте соединения реки Ары с Сырдарьей, в первом веке нашей эры располагался городок Васидж. В этом месте в 1070 году появился на свет Аль-Фараби. Он принадлежал к привилегированным слоям тюркской народности. Об этом можно судить потому, что в полном прочтении его имени присутствует слово «Тархан». Азы образования Аль-Фараби получил у себя на родине, но ему хотелось видеть и познавать мир, и Аль-Фараби уехал из родных мест. Он принял решение отправиться в Багдад, который на тот момент в арабском халифате был столицей и считался культурным центром. Аль-Фараби добрался в Багдад в 910 году, поселился в этом городе и принялся изучать науки, языки и различные отрасли. Наибольшее предпочтение давал греческому языку, медицине и логике. Аль-Фараби в своих трудах называл Багдад счастливым и восхитительным городом, который внешне походил на яркие цветастые одежды. Его любил каждый, кто сюда стремился. Также философ писал, что пройдет время, и Багдад станет колыбелью очень достойных людей, поэтов, мудрецов и ораторов. Иногда Аль-Фараби проводил свой досуг за листанием и чтением книг, пока не наткнулся среди них на трактаты Аристотеля. Они настолько увлекли его, что он оставил работу. В его судьбе этот случай стал решающим моментом, благодаря которому из Аль-Фараби получился великий ученый. Его тяга к изучению языков была настолько сильной, что арабский он выучил уже совсем скоро и в конце жизненного пути знал более 70 языков. Аль-Фараби был очень эрудированным, в характере его присутствовало величие, он обладал недюжинной силой мысли. Все это способствовало тому, что в арабском халифате он в скором времени занял самое авторитетное место среди видных ученых. В 941 году он принял решение перебраться в Дамаск, где прожил остаток жизни. Здесь он занялся научной работой и, наконец-то, закончил трактат о добродетельном городе. Сначала на новом месте ему было очень сложно, даже пришлось устроиться на работу садовым сторожем. На деньги, которые зарабатывал в дневное время, он покупал свечи, а ночью занимался наукой при этих свечах. Но спустя пару лет ему повезло, для Аль-Фараби нашелся покровитель. Им стал правитель Сайф-ад-Даула Али Хамдани. Он уважал передовых мыслителей своего времени, поощрял искусство с наукой, старался всячески помогать придворным ученым и поэтам. Но философ все равно старался жить уединенно и закрыто, придворная жизнь его мало интересовала, редко он посещал светские мероприятия. Мыслитель сочинил и оставил потомкам множество трудов по философии. Среди его работ имеются труды, которые составляют всего 2-3 страницы, но есть и многотомные трактаты. Много трудился философ над изучением общества и его жизни. Также увлекался мыслитель астрономией, математикой, философией и естественными науками, комментировал сочинения Птолемея и Евклида. Значительным считается вклад Аль-Фараби в музыковедение. В этом направлении он создал большую книгу о музыке, в которой систематизировал сведения о восточной и древнегреческой музыке. Аль-Фараби скончался в 950 году, почти в 80 лет. Его похоронили у Малых ворот за стенами Дамаска. Сам правитель читал молитву по великому ученому, которая была написана на 4 папирусах. В память о великом мыслителе Аль-Фараби названы несколько улиц. Его имя присвоено Педагогическому институту культуры в Шымкенте и Казахскому национальному университету в Алматы. Имеются памятники философу в Алматы и Туркестане. Спасибо за внимание.